Друзья, всем доброго вечера. Как я вам и говорил в прошлом ролике, встретимся вечером. Только так получилось, что сейчас уже вечер следующего дня. Сегодня 6 июня. Вчера я выезжал. Конечно, вчера я пришел сюда, поднял, во-первых, закидушки. Посмотрите, как поднялась вода. Идет обалденный подъем воды. Вон, наши закидушки стояли где-то вот метр. Там вот они были, был берег. Сейчас, как видите, берега уже нет. Там я заводил, бережочек был. Я думал, что вода упадет. Вот эти рукавицы были метрах 5, наверное. Сейчас они скоро уже уплывут. Высохли. Кто-то поставил сушиться. Короче, эти лодки. Вода поднимается, и поднимается очень быстро. Идет третий подъем воды, и уровень уже больше второго. Выехать я вчера не смог. На речку здесь поднял закидушки, пришел. Была одна плотвичка, что ли. Бля, кусок не помню уже. Ну вот. А потом с утра зарядил дождь. И я не смог ничего сделать. Ветер с дождем целый день. Опять была волна. Сейчас уже где-то время 7 час вечера. Волна немножко успокоилась. Немного есть, но это ладно, ничего страшного. Моросящий дождик такой. И не скажешь, что вчера была жаркая летняя погода. Я даже раздевался. Позагорал немножко на реке. Вот такая вот у нас погода на севере. Из крайности в крайность. Ну что, поехали проверим, что у нас там с продольниками. Потому что с подъемом, таким резким подъемом воды может запросто принести какую-то корягу. Может просто поднять груз, унести. Когда резко вода поднимается, очень часто теряешь продольники. Никуда без этого. Все думал, что это ненадолго. Так, жилетик оденем. Думал, он немного поднимется и успокоится. А нет, видишь. Все поднимается и поднимается. Ничего, сильно не намокнем. Одел ветровлага куртку. Главное, чтобы ветра сильного не было. А дождь нам не страшен. Поехали. Поехали. Рыбы много сегодня не будет. Это как пить дать. Потому что даже если что-то и было, за такое время оно... Все, вот оно. Вот здесь был берег. Сейчас скажу вам точно, сколько поднялась вода. Больше метра. Метр 30 где-то поднялась вода. Вот такая вот беда за 2 дня. Пол лодки воды было от дождя. Поливает уже с раннего утра. Здорово. Как дела? Лепталин. А, куда ты коряга извали? Тенчит. А меня вот пула дураста подали свои, да качка бокон мунома. Пусть они свои. Вон беглеца одного нашли. Ай, засыпало. Помните, друзья, показывал я вам корягу, где я пробовал рыбачить. Так вот, с подъемом воды эту корягу оторвало и понесло по течению. И по пути оно собрало несколько продольников. Блин, лишь бы веревка не порвалась. Груз, конечно, мы спасли. Кое-как. Все руки чуть не отрезал.
А продольник, к сожалению, запутан об кусты, пришлось еле-еле, но оторвал. Осталось кусок лески только. Одни убытки. Когда вода прибывает, всегда так. Ой, блядь, волна это, конечно, опасно поднимать, спускать эти якоря, блин. Падать не хочется. Опа. Блин, да что такое? Поехали. Поехали смотреть, что осталось от наших продольников. Тут возле кустов волна еще поменьше, там вообще жесткая волна. Ну хоть один груз спасли, и то хорошо. Вот она моя деревня. Как-то вот так, друзья. Сегодняшняя проверка будет жесткой, если ветер не стихнет. Но надеюсь, как бы время ближе к вечеру, может, все-таки утихнет к вечеру. А если так, то не придется помучиться. Ай, блин, груза все засыпало. Ну, наконец-то спасли еще один груз. Не знаю, как насчет продольника. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас с продольником вообще. Я уже не говорю про рыбу. Хотя бы спасти продольник. Ну, так и есть. А нет, что-то даже и есть. Что-то даже и есть. Не знаю, дойдет, не дойдет. Вот он, ездек первый. Первый ездечек. Остался все-таки, он как раз долбал. Но остался под язычек. Может быть, даже что-нибудь и поймаем. Пока выключаемся. О, был хариус и умер. Ну ничего, вода холодная, он не испортился. Еще ясь там идет. Хорошо, отлично. Вот когда за носяру, он не срывается. Когда нет, то он такой вот харюзочек. Пожарим мы его мелкому генчику. Он любит хариуза. Яська сливой. Хариус самое то. Яночка, да? Нормально, так что, несмотря на непогоду, мы еще что-нибудь да наловим. Так, вижу езя. Вижу езя. Блин, не из-под руки. Ладно, попробуем здесь. Вижу второго. Вижу третьего. Янцкадан. Все трое, вся тройка дошла нормально. И не сошел никто. Устали. Верю. Устали за целый день.
барахтаться там. 2 и 3. Где третий? Вот он. Зацепились хорошо. И никто не сошел. Отлично. 3 язика. Нормально. Все, насаживаем, отпускаем, едем дальше. Да, съемка, наверное, сегодня будет вся мокрая. Так, что-то даже есть. Язёк, видать. Один остался, не знаю, дойдет, не дойдет до лодки. Не дергайся, не дергайся, не дергайся, не дергайся. Что там еще есть? Бляха-муха! Твою мать! И крючок он как в штаны зашел. Ну увидели, а? Видели, что он делает, а? Акробат, твою дивизию. Ладно, значит не мой был. Когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я тебе любовь выдам. Так, что у нас там? Ух ты, ух ты, ух ты, что-то там есть, друзья. Что-то там есть, довольно такой существенный. А, зацеп. Зацеп об кусты. И язь. О, какой язь, бля. Здоровенный язь, вон, с килограмм, наверное. И зацеп. Вот был бы сачок сейчас. Был бы сачок. Был бы сачок. Так, язя мы взяли. А зацеп не отцепили. Там еще хорожок сдохший. Вон какой, друзья, язь. Вот он. Вот он, красавелла. Грамм на 700-800 по-любому будет. Спасло то, что леска хорошая и заглотил глубоко. А так бы мог и уйти. Янцкадан. Так, тихо, успокойся. Блин, тянет зацеп-то. Так, полезай в кузовок, красавец. Так. Зацепилась об кусты. Видать, продольник снесло немного. Так, пока не оторвало. Перехватил. Так. Вот так вот порвали. Порвали крючок. Вот из-за этого всегда я и говорю, когда монтируешь закидушки, когда делаешь, поводок всегда должен быть слабже, раза в 2, чем основная леска. В случае зацепа отрывается один крючок, а не весь продольник. Хотя малыш я бы, конечно, отпустил, но смысл тебя отпускать, если ты за желудка заглатываешь, да и потом еще умираешь к тому же. Так что пойдешь на жареху, пожарим. Генчик любит харюза. Так, ну что, пока выключаемся. Протер камеру, посмотрел, она вся в каплях была, наверное. То, что раньше снимал, ничего не будет видно. Надолго ли? Моросящий дождь. Весь насквозь сырой уже. Ну, проверить надо. Ух ты,
Езёчек, там езёчек у меня. Дойдет, не дойдет. Дошел и упал в лодке прямо. И еще там один езёчек. Подъязочек. Устал, бедный. Опа. Устал болтаться целый день. Два подъязка. Неплохо. Дальше пусто. Ну что, пока выключаемся. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать, особенно такая. Дожди, снег, любое время года. Надо благодарно принимать. Пусто. Ёрш. Блин, под мотор залез. Так. Есть езёк один. И все. Ну хоть один, и то хорошо. Запутали эти. Все продольники запутаны. Ветер поднимает, неудобняк пипец. Еще и пальцы колели, не слушается. Ладно, насаживаем, отпускаем. Езёк. Один езёк. Устал болтаться. И все. И то хорошо. Ух ты, кто-то дергает, блин, прямо здесь, под мотором. Падает еще, блин. Вот он. Хороший язь. Лишь бы дошел. Дошел, слава богу. Там все пусто. Вот он, красавчик. Ну, наконец-то. Хоть порадовал. Так, все. Там больше пусто. Ну, хоть не зря сопли морозим. Хороший езёк. Там что, кузовки? О, хорошенький. Уже хоть вес чувствуется. Ну вот и крайний продольничек. Хватит на сегодня. Замерз уже. Конец. Места придется менять. Тут глубоко очень стало. Завтра, если нормальная погода будет. Бляха-муха, свое ты, бляха-муха, ну как тут не материться, а? Здоровенный ясь, блин. Опять очок забыл, а?
Бесячка вот так вот и есть. Все, больше нет там ничего. Да. Ой, напоследок мог бы и попасться. Ладно, что делать? Пока выключаемся. А что выключаемся? Давай прощаться, а то стемнеет уже. Вот на такой не очень веселой ноте ушел здоровый Язь. Говорю я вам до свидания. Говорю я вам до завтра. Завтра, надеюсь, погода будет лучше, будет теплее. Завтра будем переставлять продольники, потому что вода прет. Стало очень глубоко. Веревки не хватает. Будем искать более мелкие места. Кто знает, может еще сколько она не прибудет. Так что давайте всем пока, всем до завтра. До встречи на канале Коми Рыбак. Пока. Домой греться. Околел сегодня капитально.